стало известно, что брат уйгурского активиста Абдувели Аюб был арестован. Начиная с 2017 года брат Абдувели Эркин Аюб и его сестра Саджида Аюб содержатся в лагерях перевоспитания, называемых учебными центрами. Эркин Аюб, который окончил университет Синьцзяня в 1987 году, работал государственным служащим в районе Токузак города Кашгар. Преподаватель университета Анкары Эркин Эмет, в отношении которого китайское правительство издало указ о задержании, рассказал репортеру газеты «Новый век» Беркаю Бигачу о геноциде, устроенном коммунистами в Восточном Туркестане. Эркин Эмет рассказал, что органы уйгуров скупают богатые арабы, называя их халяльными. Заключенных, содержащихся в лагерях, переводят во внутренние районы Китая в наручниках и цепями на ногах. Мы получаем сообщения международных СМИ о торговле халяльных органов. Народ Восточного Туркестана, в котором проводится политика геноцида, направленная на полное уничтожение коренного населения, впервые столкнулся с угрозой истребления. Ван Уильям Личиан, который признался в шпионаже в пользу Китая, попросил политического убежища, сообщив разведывательному управлению Австралии о том, как его страна ведет разведку за рубежом. Ван предоставил подробную информацию о мобилизации средств для политического вмешательства, проводимой высшими офицерами военной разведки Китая в Гонконге, Тайване и Австралии. По сообщениям австралийского телеканала 9, Ван обратился к властям страны с просьбой о предоставлении убежища. Отношения Австралии и Китая испортилось после взаимных заявлений касательно действий Китая в Южно-Китайском море. Федеральная комиссия связи США сократила государственное финансирование для закупки оборудования у китайских компаний Huawei и ZTE из-за соображения безопасности. Комиссия заявила, что было принято решение о необходимости утилизации ранее приобретенного оборудования. Представитель ZTE пока не прокомментировала данную ситуацию. В свою очередь, руководство Huawei заявило, что никаких доказательств опасности их продукции нет. Согласно данным международной организации Amnesty, по меньшей мере 115 человек было убито в Иране в ходе демонстраций против повышения цен на бензин. Организация считает, что фактическое число жертв намного выше. Заявив, что продолжает вести расследование, организация обратилась к государствам оказать давление на Иран и призвать Тегеран к ответу.